мои дорогие братья, сегодняшняя наша тема, наша проповедь будет посвящена вопросу актуальному, над которым наверняка многие думают. Сегодня исламская умма переживает тяжелые времена. Сплошь и рядом проблемы, сплошь и рядом враги ислама. Я не буду перечислять сейчас географию. В чем же заключается причина победы? Причиной победы, которую жаждут мусульмане. Несомненно, причиной победы является Аллах Субхану ва Тааля. Причиной победы являются рабы Аллаха, которые прониклись таухидом, праведной верой, единобожием, которая проявилась полностью в жизни, во всем, во всех сферах жизни. Но тем не менее есть определенные причины, которые Аллах Субхану ва Тааля выделил, и иншаллах мы будем перечислять пункт за пунктом, ссылаясь на книгу Аллаха Субхану ва Тааля, ничего не прибавляя и не убавляя из этого. И важно, чтобы мы все это знали и пропитались этим, и притворяли это в жизни. Итак, кто-то может сказать, первая причина это, конечно, быть готовым. Но нет. Первая причина, как я уже отметил, это связь с Аллахом, это вера в Аллаха. И обратите, как Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Инна ланансуру русуляна валлазина аману фил хаяти дунья ва яума якумул ашхад. Поистине мы даруем победу, поддерживаем наших посланников и тех, которые уверовали. Борьба, посланники и те, кто уверовали. Аллах связал это с теми, кто уверовал в этой жизни. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вакана хаккан алейна». И мы обязаны, мы должны, Аллах Субхану ва Тааля делает это своим обязательством и долгом. Кого? Обратите внимание на определение. Насруль му'минин. И нашим долгом было, чтобы одержали, даровать победу верующим. Естественно же, конечно, если человек грешит, умма грешит, то все это влияет на степень имана, понижает и нет победы. Второе – проявление терпения. Проявление терпения именно в борьбе, не быть терпилом, как это сейчас происходит в России, об этом попозже, а бороться и проявлять терпение в борьбе. Обратите внимание, что сказал Аллах Субхану ва Тааля. Баля ин тасбиру ва таттаку. Да, конечно, если вы будете проявлять терпение в борьбе и будете богобоязненными, ва ятукум мин фори. Сразу придут к вам кто? Хада, и вот ваш Господь, хада юмдиткум раббукум бихамсати аляфим миналь малаикати мусаввимин. И вот Аллах дарует вам 5000 ангелов, отмеченных ангелов. Это, как известно, было в битве при Бедре. Некоторые сподвижники сказали, не сражались ангелы ни в какой битве, кроме битвы при Бедре, так сказал Ибн Аббас. Но есть и другие сообщения, в частности, Йомуль-Ухуд, битве при Ухуде, говорится и ряд сообщений, которые приводят муфассиры, о том, что рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда враги напали, сражался рядом, справа, слева человек, которого никто не знал. Все эти сообщения косвенно указывают на то, что и там участвовали ангелы. В другом аяте Аллах говорит: «Ва ати'у Аллаха ва расуляху, ва ла таназау фатафшалу, ва тазхабу рихакум, васбиру». Подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику и не впадайте в распри, ибо не обретете успех, будете погублены, и уйдет ваша сила, васбиру, то есть в процессе борьбы будьте терпеливы. Инна Аллаха ма'сабирин. Поистине Аллах с терпеливыми. В третьем аяте Аллах говорит: «Я юхалладина аманусбиру васабиру
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. О те, которые уверовали, «Асбиру» – будьте терпеливы. «Сабиру» – запасайтесь терпением. «Варабиту» – будьте на рибатах. А мы здесь, в принципе, на рибатах. В каком-то смысле этого слова. «Ваттаку Аллаха ла'аллакум туфлихун». И бойтесь Аллаха, быть может, вы обретете успех, победу. Терпение в контексте борьбы. Все 3 аята. Терпение в контексте борьбы. Третье, скорее всего, это должно быть второе. Искренность. Искренность, то есть очищение намерения. Очищение намерения, которому нет предела на самом деле. То есть оно может быть кристально-кристально чистым, может быть чуть-чуть не так чистым и так далее. Но чем более чище это намерение, тем быстрее Аллах дарует победу. Так Аллах говорит: «Я айюхаллазина аману ин тансуруллаха янсурку». О те, которые уверовали, если вы поддержите Аллаха, то есть если вы искренне поддержите Аллаха, если вы действительно в борьбе на пути Аллаха, будь то словом, будь то делом, как бы то ни было, если вы действительно будете желать того, чтобы поднять флаг «Ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах», поднять слово ислам, возвеличить слово Аллаха, то Аллах вам дарует эту победу. Не для того, чтобы показать, какой я молодец, не для того, чтобы добиться чего-то, каких-то интересов, своих личных выгод, а это закрадывается в намерение. И каждый должен постоянно очищать это намерение. В другом аяте Аллах говорит: «Валя янсуранна Аллаха майянсуру». Аллах непременно, и здесь сыгат ат-таукид, двойная нун, усиление значения. Аллах непременно дарует победу тому, кто поддержит его, то есть искренне. «Инна Аллаха ля кавийюн азиз». Поистине Аллах сильный, величественный. Четвертое, только в этом списке приходит материальная база и подготовка. Естественно, наобум в борьбе, выступать в борьбу на пути Аллаха, будь то словом, делом и так далее, нельзя без материальной базы и без подготовки. Ибо это уже будет не то. Это уже будет пустое упование на Аллаха, неправильное понимание аятов Аллаха и его установления. Ибо Аллах говорит: «Ва'идду лахум мастата'тум мин кува». И приготовьте против них, против врагов ислама, то, что вы можете из силы, «Вамин рабат аль-хейль», из коней, «Турхибуна бихи аду Аллах» и так далее, и так далее. Пятая причина – это поиск союза, объединительный процесс, невзирая на разности, которые могут быть в исламе. А враги ислама постоянно пытаются расколоть, раздробить нас изнутри. По принципу национальному, по принципу мазхаба, по принципу, я не знаю, каких-то течений, вероубеждений и так далее. И будьте уверены, как я это неоднократно говорил с этого минбара, ибо это амана, что за этим стоит глубокий замысел. И тот, кто копается в истории, обязательно найдет там палец врагов ислама. Именно поэтому возникали разные фирки и течения в исламе, джахмиты, кадариты, мутазилиты и так далее. Ибо Аллах говорит: «Ва ати'у Аллаха ва расуляху», и подчиняйтесь Аллаху и его посланнику. «Ва ла таназау», и не впадайте в распри, фатафшалу, не обретете успеха, будете погублены. «Ва тадхаб рихукум». Мы этот аят уже приводили, но в другом контексте. Но здесь указываем именно: подчиняйтесь Аллаху, посланнику. То есть будьте вместе с Аллахом, посланником. Не впадайте в распри. Шестое – это полное упование на Аллаха субхану ва тааля. Мы можем стремиться к Аллаху, делать все возможное от нас, но мусульманина, искреннего мусульманина на пути борьбы должно быть такое качество.
Я сделал все, но результат от Аллаха. Даст он, иншаллах, значит, это по его милости. Не даст, значит, по его мудрости. Полное упование дает мусульманину еще большую силу. Его больше ничего не устрашит. Смысл в этом, мудрость в этом. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Фаида азамта фатаваккаль аля Аллах». Если ты принял решение конкретное, как это было в битве при Уходе, выступить. Хотя пророк саллаллаху алейхи ва саллям из-за того, что начали советовать справа-слева, начал мешкаться. Если ты принял решение, то уповай на Аллаха. Поистине Аллах любит уповающих. Смотрите, упование, опять же, в контексте принятия конкретного решения, конкретных мер, то есть борьбы. Не просто уповать и ничего не делать. В другом аяте Аллах говорит: если Аллах поддержит вас, то никто не одолеет вас. А если же Он оставит вас без поддержки, так кто же поддержит вас после Него? И пусть на Аллаха уповают верующие. В другом аяте Аллах говорит: и когда они выступили перед Джалютом и его воинством, они сказали, смотрите на эту мольбу, что они сказали? Роббана, Господь наш, африг алейна сабра, даруй нам терпение, уафаббит акдамана, и утверди наши стопы, уансурна аля алкаумиль кафири, и даруй нам победу над неверующими. Полное стремление победить и полное упование, взывание к Аллаху и упование на Него. В другом аяте Аллах говорит устами верующих в суре Бакара: «Анта мауляна фансурна», в последнем аяте, «Алял каумиль кафирин». Ты наш попечитель и предводитель, о Аллах, это мольба верующих, и мы так должны молиться. Даруй же нам победу над неверующими людьми. Седьмое. Наступление, а не отступление. Наступать на врагов ислама, а не отступать. Постоянно быть на шаг вперед. Ибо Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Каля раджуляни миналлазина яхафуна ан'ама Аллаху алейхима духулу алейхимуль баб». Двое мужчин, это история Мусы, алейхиссалям, когда он сказал своему народу: войдите. Они сказали: не войдем. И двое нашлись стойких, сказали, из тех, которым Аллах облагодетельствовал: войдите через эту дверь. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. А если вы войдете, то поистине вы одержите победу. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. И на Аллаха уповаете, если вы действительно являетесь верующими. Восьмое. Обращение руководителей за советом. Обращение тех, кто руководит уммой. Тех, которые находятся на должностях, постах и так далее, за советом. Это тоже очень важно в исламе, ибо благодаря совету те, кто руководит, выбирают наилучшее мнение, наиправильнейшее мнение и решение принимают. И на это указывает, опять же, тот самый аят, который уже я приводил, но не полностью. Опять же, этот аят, он связан с историей битвы при Уходе. Когда, обратите внимание на контекст, когда мусульмане сначала потерпели поражение из-за того, что ослушались пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и Халид ибн аль-Валид, который еще не принял ислам, ударил сзади. А они спустились с горы. Аллах говорит: если был ты грубым, жестокосердечным, обращаясь к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то они бы разбежались от тебя. Фа'фу анхум, прости же им, вастагфир лахум, проси же за них прощения, а потом Аллах велит ему вашавирхум фил амр, велит своему пророку, которому отправляет откровение с высоты семи небес,
Советоваться со своими сподвижниками после всего, что случилось. Некоторые ученые в Тафсире говорят, здесь приказ. Сигатуль амр. Приказ, повеление. И если приказ, то пророк, значит, должен это делать. Некоторые ученые, беря в общем контекст, сказали, для того, чтобы смягчить сердца сподвижников. Ну, как бы там ни было, и то, и это верно, и то, и это в этом есть глубокий смысл. И мы должны советоваться всегда со специалистами, знатоками, с мудрыми людьми, для того, чтобы получить верное решение. И в другом аяте Аллах говорит: «Ва амрухум шура байнахум». Их положение является советом между ними. Это были 8 основных причин, от которых, как 8 таких магистралей, от которых зависит победа, которую Аллах Субхану ва Тааля дарует своим рабам. Есть еще другие причины, или я их назвал второстепенными задачами, как ответвлениями или признаками победоносцев, тем, кому дарована будет победа. Иншаллах, их тоже я сейчас перечислю. Их больше. Первый признак – это объединенные ряды. Сплоченность рядов. Имеется в виду здесь уже операционная деятельность, когда идет процесс борьбы. Аллах что говорит? «Инна Аллаха юхиббу алладина юкатилуна фи сабилихи саффа». Аллах любит тех, которые сражаются на его пути, борются на его пути одним рядом. «Кааннахум буньянум марсус». Словно они одно единое строение. Второй признак – стойкость. Стойкость при встрече с врагом. Аллах что говорит в Коране? «Я айюхалладина аману, иза лакитум фиатан фасбуту». Если, вот те, которые уверовали, если вы встретите группу врагов, фасбуту. Будьте стойкими. Будьте стойкими. Третье – частое поминание Аллаха. Обратите внимание. Казалось бы, да, частое поминание Аллаха – это ибада. Как это может быть связано с борьбой? В борьбе не до этого может быть, но Аллах Субхану ва Тааля это связывает и делает это признаком. В том же аяте. Вот те, которые «Я лахлина аману, ида лакитум фиатан фасбуту», и потом Аллах говорит «Вазкуруллаха кафира». И не просто поминайте Аллаха, а часто поминайте Аллаха. «Ла'аллакум туфлихун». Быть может, вы обретете успех. Четвертое. Звание, зов, когда тяжело, а в борьбе всегда тяжело. И в борьбе наступает такой момент, что кажется, когда же эта дарованная победа? И здесь важно проявить стойкость, про которую мы говорили, и важно всегда взывать к Аллаху. Не падать духом и не думать, мы так, может, не сделали, а мы так. Нет, обращаться к Аллаху всегда. И вот вы молите Аллаха. Истигата – это не истиана. Истигата – это более глубже, более глубокий мотив, более глубокая связь. То есть, когда человек на разрыв молит Аллаха, субхану ва тааля. Вот вы просите, взываете к своему Господу. «Фастаджаба лакум инни мумдидкум би альфим миналь малаикати мурдифин». И вот Аллах ответил на вашу мольбу. Поистине я дарую вам 1000 ангелов. Пятое. Мусульманин не должен наобум всегда действовать. Мы можем воодушевиться, загореться, что-то делать наобум. И уповать на Аллаха правильно? Нет, неправильно. Надо всегда принимать меры предосторожности. Быть осторожными, как сказал Аллах, «Я айюхалладина аману худу хидракум». О те, которые уверовали, принимайте меры предосторожности, будьте осторожны. «Фанфиру субатин аунфиру джамиа». И выступайте в поход на пути Аллаха группами, рядами. То есть с планом определенным. Не просто так.
Шестое. Приступать к действиям после разрешения руководителя, после разрешения тех, кто руководит джамаатом, конкретным каким-то действием. Это очень важно, поскольку это влияет на все остальное. Ибо Аллах говорит: «Я айюхалладзина аману, ати'у Аллаха ва ати'у расуль ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. И в другом аяте Аллах говорит: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. А если они были с ним в определенном вопросе, то есть обсудили вместе с пророком что-то, لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. Они не уходили до тех пор, пока не просили разрешения у Аллаха, у пророка, то есть не покидали его. Седьмое. Соблюдение конфиденциальности. Есть определенные секреты, могут быть. Есть, может быть, тайная информация. Ее никогда разглашать нельзя. И одно из качеств, именно если брать нравственности, мусульманина, это умение хранить секреты и соблюдать конфиденциальность. И тому пример аят. Опять же, Аллах говорит: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ». А когда к ним приходит весть какая-то, сообщение касательно либо безопасности, либо опасности, это речь идет о сподвижниках, о той эпохе, да? أَذَاعُوا بِهِ. Они стали распространять это. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. А если бы они пришли с этой новостью и сказали только посланнику, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, и обладателям власти среди них, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, то это бы узнали, что делать, какое правильное решение принять, не принять, действовать, бездействовать. Те, которые выводят вывод, то есть получают вывод из этого, то есть анализируют, имея общее видение, видя общую картину. Восьмое. Мягкое отношение к верующим. Это в процессе борьбы. Мягкое отношение к верующим. Ибо Аллах, описывая тех, которые борются на его пути, он говорит: «Азиллатин аля муминина, аиззатин аля кафирин». Они проявляют смиренность перед верующими и проявляют жесткость по отношению к врагам ислама, к неверующим. «Юджахидуна фи сабилилля», и борются на пути Аллаха. «Уаля яхафуна лаумата лаим», и не боятся порицаний порицающих. Поистине в этот день есть такой час или миг, в котором Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбу. Я надеюсь, мы застанем этот миг. Просите же Аллаха прощения, ведь поистине Он прощающий. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Итак, мои дорогие братья, это не все. Девятое. Аллах говорит: побуждение к борьбе. То есть девятый признак – это побуждение к борьбе. Аллах, веля своему пророку, говорит: «Я айюхан набию харвидл муминина аля аль-киталь». О, пророк, побуждай верующих к сражению, побуждай их к борьбе. Это важно. Важно, чтобы умма всегда была в этом состоянии. Ибо эта жизнь есть поле борьбы и испытаний. Не так, как это происходит сейчас в России, как я это упомянул в начале хутбы. И сейчас самое время об этом сказать. Сегодня в России есть огромный список запрещенной литературы. Но им этого оказалось мало, они начали уже думать о запрете величайших тафсиров Корана. Тафсир Ибн Кафира, тафсир Абдурахмана Саади. И мы видим какую картину. То есть нет, чтобы муфти, который там
аманатом, которым является им доносить правду и побуждать верующих к борьбе, они что делают? Они садятся и начинают переговоры и какие-то компромиссные пути решения искать. И невольно хочется вспомнить про притчу про петуха, которому сказали: ты петух, но ты не кукарекай. А потом пришли и сказали: ты петух, не кукарекаешь, садись на яйца. А потом сказали: ты петух, не выносишь яйца. Это известная притча арабская. Ты сидишь на яйцах, давай яйца приноси. А потом сказали: ну раз ты яйца не можешь приносить, все, тогда мы завтра тебя зарежем, суп из тебя сварим. Таково положение. Нельзя идти на компромисс. И я обращаюсь ко всем муфтиям сегодня в России, которые там есть, ко всем имамам, у которых есть хоть чуть-чуть совесть, чуть-чуть понимание. А для этого не надо иметь суперзнания на самом деле. Величайшие тафсиры. Кто такой Ибн Кафир? Человек, который учился у имама Захаби, у имама Ибн Таймии, у многих великих, да и сам потом стал величайшим имамом. По признанию всех мусульманских ученых сегодня считается одним из величайших тафсиров. Запретить тафсир Корана — это все равно, что запретить сам Коран. Как можно на это смотреть, да еще садиться за какие-то столы и думать, рассуждать про переводы? Возможно, перевод неправильно, а перевод Кулиева. Кулиев довольно-таки заслуженный, авторитетный переводчик. Пусть боятся Аллаха, ибо это предательство по отношению к Аллаху и его посланнику. 10. Отслеживание и отдаление от рядов лицемеров. Это тоже очень важно. Ибо Аллах говорит: «Лау хараджу фикум ма задукум илля хабаля». Если они выйдут с вами, то есть в путь, дорогу на пути, то они не прибавят, кроме как вам слабости, разрозненности. «Валя аудау хилялькум», испортит ваши взаимоотношения. «Ябгунакум аль-фитна», они желают фитну посеять среди вас. «Уафикум саммауна лахум», и среди вас есть те, кто прислуживается к ним. «Уаллаху алимум беззалими», Аллах знает тиранов. Отдалять тех, кто по призыву отказался вести борьбу. В первый раз кому сказали: возьми этот флаг, возьми этот пост, неси. И он отказался. Таких надо отдалять. Ибо Аллах велит своему посланнику и говорит: «Фараджа'ака Аллаху иля тайфа». Если Аллах вернет к тебе группе среди них, которые отказались выступать с пророком, «Фаста'дhanука лиль хуруджи», и они попросят у тебя разрешения выйти с тобой в путь на сражение. «Факуль лан тахруджу ма'я абада», вы не выйдете никогда со мной. «Валан тукатилу ма'я адуа», и не будете вы сражаться со мной, с врагом. «Иннакум радитум бил кууди ауаля марра», вы довольствовались отсиживанием в первый раз. 12. Проявление черствости к врагу, как это было уже сказано: «Адиллатин аляль му'минина, а'иззатин аляль кафирин». Пусть Аллах субхану ва тааля дарует победу нам над врагами ислама. Я молю Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он нас объединил. Объединил наше слово, объединил наши дела, объединил наши чаяния и надежды.